В период празднования 50-летия Октябрьской революции мне посчастливилось представлять наше искусство в числе делегаций Советского Союза в странах Юго-Восточной Азии. В состав нашей делегации входило 26 человек из 6 союзных республик. Значит, это из Российской Федерации, Украины, Белоруссии, Латвии, Грузии и Таджикистана. Среди нас были певцы, танцоры, артисты цирка и также артисты оригинальных жанров. Мы были в Индии, Бирме, Непале, Таиланд, Сингапур, Малайзии. Путь наш пролегал из Москвы через Ташкент, значит, Карачи, Коломбо, Джакарта, Сингапур, Бангкок, Дели, Бомбей, Катманду. Куда бы мы ни приезжали, везде нас встречали с большим интересом, с большой любовью. Мы даже бывали в таких местах, куда не вступал еще нога советского человека. О нашем Советском Союзе там во многих странах знают через английские источники, но англичане уж постарались. Когда узнали, что я из Сибири, у меня спросили, ношу ли я звериную шкуру, кушаю ли сырое мясо, живу ли в пещере. Но, несмотря на это, наши концерты проходили с большим успехом, везде принимали на таком высоком, хорошем уровне. И вот особенно они восторженно принимали, когда мы пели их песни на их языке. Вот этим самым мы прокладывали путь к их сердцам. Они благодарили, и вот устанавливался такой теплый контакт между зрительным залом и сценой. И вот после такого теплого концерта наш посол в Бирме сказал, что за один вечер может сделать столько, сколько один дипломат не может сделать за всю свою жизнь. И вот в течение 3 месяцев, гастролируя по этим странам, мы видели колоссальные контрасты, богатство нищеты. Здесь роскошные отели, многоэтажные дома, коттеджи миллионеров, а рядом лачуги из ржавого железа, картона. Или же в роскошном лимузине проезжает какой-нибудь миллионер, богач, а рядом трусит иссушенный тропическим солнцем рикша, везет господина зарабатывать себе на кусок хлеба. И вот в течение 3 месяцев мы видели страшные раны, оставленные колонизаторами на теле талантливого, трудолюбивого народов Юго-Восточной Азии. И я каждый раз гордился за свой народ, что мы живем в такой свободной стране, что я сын этого народа, представляя искусство, народ свой в этих странах. И вот сегодня мне хотелось рассказать не о своих выступлениях. Вот, приезжая в страну или в город, мы знакомились прежде всего с достопримечательностями города или страны, там с бытом, с нравами народа. И вот я старался запечатлеть там отдельные сцены, исторические памятники, архитектурные, архитектуру этого города. И вот я хотел поделиться с вами своими съемками. Прежде всего, я хочу вас пригласить вместе со мной проехаться по городам Индии. Индия, как вы знаете, в течение 2 веков находилась
под колониальным гнетом Англии. И, как вы знаете, тоже в 1947 году она получила независимость, завоевала себе независимость. И вот индийское правительство, чтобы поднять свою страну из руин нищеты и мракобесия, они наметили пятилетние планы, чтобы поднять культуру и экономику своей страны. Индия – это страна древних мудрецов, древних великих поэтов, и также классического индийского танца, также йогов. И вот мне однажды пришлось побывать в одной из этих школ. Итак, ворота Бомбея, так называемые западные ворота Индии, куда ввозились и вывозились огромные богатства в течение нескольких веков. Бомбей – второй порт по величине, около 5 миллионов населения, крупный промышленный и культурный центр. Вот прачечная города. Йог на улице. Больше миллиона населения находится на улице. В основном здесь рикши, рабочие, кули, шофера. Они рождаются на тротуаре, растут и умирают на тротуаре. Дети Бомбея. Бомбей – это город контрастов, как и во всей Индии. Вот береговая охрана. Роскошные дворцы, гостиницы. Вот заклинатель змей. Раздолье обезьян. Вот храм бога Шивы в пещере на острове Слона. Город Ахмедабад, почетный слон Ахмедабада. Ему 175 лет. Ахмедабад – полуторамиллионный город с текстильными фабриками, с нефтяными компаниями и с мелкими кустарями-гончарами. Вот на этих слонах мы катались. Вот бурундуки не боятся людей, они берут пищу с рук. Город Джайпур, улица города Джайпура. А вот этот великан-слон преградил нам дорогу, пока он не получил банан и конфеты. Священные коровы. Они заходят в лавчонку, где продают зелень, позавтрак уходит, а хозяин благодарен, что священное животное посетило его заведение. Многолюдно на улице Джайпура. Вот храм ветров, где всегда прохладно в любую жару. А вот свадебное шествие. Везут невесту.
Индии родители женят своих детей. Жених и невеста до свадьбы не видят друг друга. Везут приданную невесту. Калькутта. Памятник Махатме Ганди, отца нации. На улице Калькутта. Калькутта самый большой город Индии, крупнейший порт. И самый большой город по количеству рикши. 600 тысяч рикши. Кинорекламы болливудских фильмов. На реке Ганга. Священные коровы, все горбаты. Агра. Вот белокаменный мавзолей, построенный 17 веке Шахом Джаханом. Беломраморная симфония, построен зодчими, безымянными зодчими из Средней Азии, Индии, Италии, Персии. Он днем одного цвета, ночью другого, особенно при лунном свете он весь прозрачен. Мы каждый день приходили и любовались. Вот ворота Дели, дворец Акбар, резиденция Далай-ламы. Могила Неру. Вот могила Шастри. Сейчас строится мавзолей для них. Очень много на улице уличных дрессировщиков, магов, йогов. Дервиш. На золотом базаре есть драгоценные камни, алмазы, топазы, сапфиры, жемчуга. Торгуют ими тибетцы. Вот заклинатель змеи кобры. Вот на шее змея. Йог.
Они делают упражнения от астмы, от головной боли, от желудка. Леопард. Богатый животный мир Индии. А вот Красный форт, откуда была провозглашена Индийская республика в 1947 году. А сейчас приглашаю вас вместе со мной побывать в столице Малайзии, Куала-Лумпур и в Сингапуре. Прибыли мы в эту интереснейшую древнюю страну в период сухого сезона. В течение 6 месяцев там не бывает осадков. Было на улице 45 градусов жары. И мне, конечно, было очень трудно, не по себе было, и все время вспоминал свою родную Забайкалье, хоть один раз вдохнуть холодным, морозным воздухом. Малайзия расположена на юге Малакского полуострова с населением 10 миллионов человек, а в столице Куала-Лумпур 500 тысяч населения. Государственный язык малайский, господствующая религия – ислам. Современная Федерация Малайзии является конституционной монархией. Во главе стоит король, который избирается султанами, входящими в состав этой федерации. Малайзия – аграрная страна с развитой горнодобывающей промышленностью, где добывается 1/3 мирового запаса олова, и также уран, вольфрам, золото, серебро. 60% горнодобывающей промышленности находится в руках иностранного капитала. 75% населения занято в сельском хозяйстве. Сельское хозяйство является монокультурным, специализируется на производстве культур для экспорта. Это каучук, более 1/3 мирового производства. Потом ананас, чай, кокосовый масел. И также производят рис, бананы, батат, сладкий картофель. Наши концерты проходили в Национальном театре. На нашем первом концерте присутствовал король с королевой и 12 султанов со своей свитой и семьями. Они впервые видели советских людей, советских артистов. Удивлению их не было предела, когда вдруг советские артисты спели на их языке их родную песню. Это невозможно было передать словами, какой в восторг пришли все эти султаны и короли, королевы. И тот холодок, та чопорность, высокомерие, которые имели место в начале концерта, исчезли как утренний туман. В Малайзии дали 8 концертов при переполненных залах. Познакомились с достопримечательностью столицы Куала-Лумпур. Провожая нас, говорили нам слова благодарности. Многим хотелось ехать в нашу страну. В этой далекой стране, затерявшейся среди архипелагов и островов Индийского океана, мы приобрели друзей, и у многих рассеялись превратные понятия, навеянные недругами нашими. Как чад крепких сигар после хорошей вентиляции. Малайзия и Сингапур – это соседние страны,
которые входили в одну федерацию, малайскую. В 1965 году Сингапур провозгласил себя суверенным государством. Сингапур был первой страной на пути нашего гастрольного турне. После Джакарты мы через 45 минут оказались над Сингапуром. Вечерело. Зажглись огни ночного города. Под нами раскинулся огромный международный порт. По рекламам неоновых ламп можно было судить, какие международные компании конкурируют между собой. Сингапур является республикой, где законодательная власть является законодательным собранием, а исполнительной властью является Совет министров во главе с премьер-министром. И вот при встрече на пресс-конференции спросили меня, первый вопрос был задан мне. Сказали: скажите, пожалуйста, вы какой нации? Когда я сказал бурят, они между собой так переглянулись и опять спрашивают: а в какой части Советского Союза находятся эти буряты? Я говорю: буряты живут вокруг Байкала, в Сибири. Вот тогда они стали щелкать фотоаппаратами, стали расспрашивать наши республики. И даже на завтра поместили мой портрет, где было написано: прибыл к нам сибиряк из Советского Союза. Он огромных размеров и с мощным басом. Спешите видеть и слышать его. Они будут у нас в гостях только 8 дней. За время пребывания в этой стране мы почувствовали, что эти международные бизнесмены смотрят на все только с точки зрения коммерции. Основой экономики является экспортная торговля. Промышленность развита очень слабо. В основном заняты переработкой сельскохозяйственных продуктов. В сельском хозяйстве производят каучук, лимоны, бананы, кокосовые пальмы, табак, занимаются рыболовством. Наши концерты проходили в Национальном театре открытого типа, но с сильными конденсаторами. Если на улице 45 градусов жары, то в этом театре всего 16-17 градусов. В Сингапуре нет профессионального театрального коллектива. Все искусство находится в таком самодеятельном состоянии. Навещают Сингапур отдельные артисты из Англии, Соединенных Штатов, из Франции. Мы дали 8 концертов, на которых присутствовало более 30 тысяч населения. Провожая нас, говорили нам самые теплые слова. Министр обороны Сингапура сказал, что мы хотим дружить с Советским Союзом, мы хотим установить дипломатические отношения. И действительно, в 1968 году стало известно, что между Советским Союзом и Сингапуром установлено дипломатические отношения. Мы находимся в столице Малайзии Куала-Лумпуре, памятник павшим борцам за освобождение страны. Здание Сената из стекла и бетона, современное здание. А вот здание университета. Архитектура Куала-Лумпура в арабо-индийском стиле. Очень много современных зданий. А вот среди лачуг возвышается мусульманская мечеть из стекла и бетона. Многолюдно на улице Куала-Лумпура. Международные банки. Улицы кишат машинами разных марок. И вот велорикши среди них. Куала-Лумпур утопает в зелени. А рядом с такими небоскребами вот такие лачуги, где обитаются рабочие, рикши.
в зоопарке. Территория Малайзии покрыта гирей каучуконосой. Теперь мы находимся в Сингапуре, национальный театр, где мы выступали. Вот танец встречи. Министр обороны Сингапура делал прием на берегу океана. На этом столе дары моря, сингапурская кухня. На улице Сингапура очень многолюдно. В Сингапуре 1 100 000 населения. Рабочие кварталы. Регулировщик уличного движения. В Сингапуре конкурирует 2400 фирм. Они борются не на жизнь, а на смерть. Здесь изобилуют иностранные товары, товары Японии, Англии, Соединенных Штатов, Америки, Франции. Но в производстве магнитофонов, радиотоваров, точных приборов Япония вытеснила уже другие страны. Дома по 25-30 этажей. Прощаемся с Сингапуром. Церковь среди небоскребов. В квартире сингапурского художника. Ночной Сингапур, ночные рестораны, ночные варьете. Прежде чем сопровождать вас по Бирме и по Непалу, позвольте мне несколько слов о этих странах. Прибыли мы в одну из древнейших стран Юго-Восточной Азии, Бирму. Население Бирмы составляет 25 миллионов человек. Государственный язык бирманский, а господствующая религия – буддизм. Первое государство организовано было в XI веке.
А с XIX века Бирма стала английской колонией. И с тех пор беспрерывно шли национально-освободительные войны. И только в 1948 году Бирма стала суверенным государством. Основной статьей бирманского экспорта является хлопок, рис и также бананы, лимоны. Располагает крупными запасами нефти, олова, цинка, вольфрама. Во главе государства стоит председатель Революционного совета генерал Невин. Законодательная власть – это Революционный совет, а исполнительная власть – это Совет министров. В Бирме мы были в течение целого месяца, дали больше 30 концертов. Наши концерты посещались с большим интересом. За месяц вперед шла подготовительная работа по радио, по телевидению, и также на страницах газет печатали о каждом исполнителе. Обо мне было напечатано, что приехал в гости буддист, представитель Бурятской республики Советского Союза, где исповедуется буддизм. Многие после концерта подходили, расспрашивали о нашей республике, о быте и культуре. У многих было понятие, что в Советском Союзе уничтожена религия, преследуются верующие, особенно буддисты и мусульмане. Но когда узнали, что среди артистов есть представители республик, где имеются мусульманские и буддистские церкви, были целые паломничества. Коммерсанты на этом деле заработали большой куш. Бирма является единственной страной Юго-Восточной Азии, которая идет не по капиталистическому пути развития. А теперь о Непале. В эту загадочную страну, затерявшуюся среди Гималайских гор, мы летели мимо Эвереста и мимо пиков, превышающих 8000 метров. И вот приземлились в столице Непала, Катманду. Непал – это аграрная, отсталая страна во главе с королем Махендра. Согласно Конституции, законодательная и исполнительная власть принадлежит только королю. Свыше 85% населения занято в сельском хозяйстве. Они выращивают рис, пшеницу, кукурузу, сахарный тростник. А промышленность в основном обрабатывающая. Кустарным способом они добывают золото, серебро, медь. При помощи Советского Союза там построен завод сельскохозяйственного инвентаря, сигаретная фабрика, гидроэлектростанции. Проявляет огромный интерес к Советскому Союзу. У нас обучается очень много студентов-непальцев. На наших концертах присутствовало больше 30 тысяч населения. Приходилось выступать по 3, по 4 раза в день. Прощаясь с нами, они говорили самые такие теплые слова, приглашали еще раз приезжать к ним. Итак, позвольте мне предложить киносъемки столицы Непала, Катманду, и столицы Бирмы, Рангун. Катманду – столица Непала. Население 200 тысяч человек. На каждой улице, на каждой возвышенности, на перекрестках дорог храмы, храмы. Вот резиденция короля Махендры. Основная религия – индуизм и буддизм.
Обезьяны здесь священны. Все народное состояние уходило на строительство этих храмов. Эти обезьяны не давали нам покоя. Они даже лезли в карман. До свидания, Непал. Рангун — столица Бирмы. Рангун утопает в зелени. Вот лежачий Будда в состоянии нирваны. 80 метров длиной, 40 метров высотой. Его обнаружили англичане под землей. Он сотворен 2500 лет тому назад. Весь он инкрустирован драгоценными камнями. Вот пятка Будды, золото, серебро. Вот стоящий Будда в состоянии проповеди. Так же, как в Непале, в Рангуне очень много храмов. Но только они другой формы, колокообразные. Вот храм, построенный Хуну. Вот храм пещеры. В Рангуне находится самый высокий храм в мире. Сведогон. Вот памятник бирманцу, который сжег себя живьем, протестуя против английских колонизаторов. А вот основной вход — храм. Он построен из чистого золота. Высота его 300 футов. 150 футов построено из чистого листового золота. На улице очень много буддийских монахов. Ходят в оранжевых, желтых одеждах. Рангун — столица Бирмы. Рангун утопает в зелени. Вот лежачий Будда в состоянии нирваны. 80 метров длиной, 40 метров высотой. Его обнаружили англичане под землей. Он сотворен 2500 лет тому назад. Весь он инкрустирован драгоценными камнями. Вот пятка Будды, золото, серебро. Вот стоящий Будда в состоянии проповеди. Так же, как в Непале, в Рангуне очень много храмов. Но только они другой формы, колокообразные.
Вот храм, построенный Хуну. Вот храм пещеры. Вокруг этого храма 60 таких субураганов. Храма. Только в долине реки Иравади 5000 таких храмов. Было очень жарко, 42 градуса. Спасаясь от жары, купались мы в этом бассейне. Вот купается грузин-певец. А вот стоит акробат-украинец. Вот вылезает один бурят. Резиденция генерала Невина. Храм заканчивается таким шпилем. Этот шпиль увешан драгоценными камнями, алмазами, бирминскими рубинами. Изумительная резьба по дереву, по черному дереву. А вот такси, джонки. А вот такси, рикши, велорикши. А вот кухни уличные, на каждом углу. В основном они едят рис. А вот слон такси. Вот рабочий слон. Вот это бревно 500 килограммов поднимает как спичную коробку. Отдыхает. До свидания, Азия. Желаю новых побед на их благородном, многотрудном пути. Хотелось на прощание спеть. Есть у революции начало, нет у революции конца.